желающие любители бега? Ура! Вот, я рад, конечно, вас видеть всех, да? Получим большое удовольствие сегодня от бега. И... Так, ну ладно, хорошо. Теперь давайте так. Самое, скажем, я скажу о дистанции даже 2 раза. Старт, пойдем на ворота все. Все, 5, 10, 21, наоборот, да? Бежим на памятник Калинину, смотрим сюда, да? Калинин, видите? Калинин. Потом прокат лыжный, потом снаряды, и по аллее бежим до Шамангерева. И там тоже по той же аллее прямо, там есть фишки стоят. Там все чистые, парковые. По ней бежим до следующей аллеи. Там одна дорога, куда не уйдете вы там. Нет, там тоже поворачивает, тоже фишки лежат. Все, уходим опять на Шамангерева и повторяем дистанцию. Ну, так же, да? И это получилось за 5 километров. Один круг получается 5 километров. Все. Десятка бежит, второй круг. 21 бежит, 4 круга, и перерезка еще будет у них, да? У них это будет перерезка вот это центральная аллея. Вот центральная аллея и сюда. Ясно, да? Полумарафон. Еще раз, полумарафон не понял, да? Понял? Один километр вот бежит на Калинина, все равно бежит туда, лыжный прокат, снаряды. Вот до центральной аллеи сюда финишируем. 5-й круг. Это 6-й, ну да, 5-й круг. Теперь давайте вы бежите по правой стороне, да, до старта, а финишеры бегут по этой аллее. Какая она аллея? Это аллея. По левой стороне финишера, по правой стороне все остальные. Понятно еще? Ну мы будем стоять говорить. Хорошо? Так. И теперь давайте так. Самое приятное, знаете, какое, да? Начинается у нас. Мне помогите кто-нибудь, а? Наташа, помогите, пожалуйста. Самое приятное и почетное такое действие. У нас есть крутые ветераны, которые 85 лет. Да? И я их приглашаю на награждение Мозов Пикелей. Мозов Пикелей. И Гуляев Филипп. Вот наша честь. Киргилей где? Киргилей, Григорий. Григорий Киргилей. Попал это Диманна? Киргилей! Лоса! Ой! Мы наконец. И еще будет награждаться Коваль Марина. Марина Коваль! Наташа, подожди-ка, это не секрет. Марина Коваль. Я могу так сказать, давайте попочим все время, да? Марина Коваль, да? Она, ну не так давно, можно сказать, бегает, да? Но она очень активна во всех беговых движениях республики. И она... Марина Коваль награждается за активное участие в беговой ездительном клубе «Делор», награждается почетным знаком клуба «Делор». Подарок для московского марафона для футбола. Так, второй Гуляев Филипп. Вы его знаете, как он стартный и организовал там свой бег, и до сих пор бегает. Представьте себе, что мы до 85 лет вы все доживете и будете бегать как он. И получите такой знак опять. Так. А он награждается еще этим. Вот это глупо.
Не, пойдем. Они награждаются тонометрами. Тонометрами. Да? И третий награждается Моза Григорьевич из Нерюска. Я человек очень такой непростой судьбы. Живет один. Свой дом. Голос еще, да? До 85 лет я на работе буду, да? Он там награждается почетным знаком. Очень хороший знак. Так награждается тонометр. Он продлил свое здоровье. Все. Спасибо вам. Так, я не совсем понял трассу. Отсюда, что ли? Опять, да? 10.
отрыв большой уже. А вот эти уже на 21 должны быть. А те на 10. Мы команда лидеров. А лидер вот уже возвращается обратно. Так, 17. Двое или трое было. Одна верю. А, Алексей уже закончил, что ли? Barım yani yüreğinden. Bakayım aşfak ne tat. Evet. Tak. Anlat. Kalk kaldın mı?
Tenta hybel. Ha? Tenta hybel. Ai, hibbitin ehkä. Sitten kun ne iskenyt. Ne tiedä jäikö. Скоро должен появиться лидер на 10 километров. Ждем его. О, вот он идет. Еще, давай. А ну тот возьми. Вот бежит. Ну, это что самым результатом, да? А вообще в жизни может тоже интересно. Поделись эмоциями, как ты пришел к бегу, и как тебе сегодняшний день забег? Человек, они решили бегать. Но это в России было движение клуба любителей бега. Сейчас клуб существует, и общее количество людей у нас тут сегодня бежит, 150 человек бежит, наверное, потому что по толком не могу на этот момент сказать. А так у нас в Якутске наблюдается подъем бега, особенно повлиял якутский марафон. Даже сегодня я не ожидал, что столько будет. Отойдите, сейчас бегают. А примерно сколько в клубе числится участников?
больше 200. 200 больше. Я вот такие цифры, а что бы сейчас мы не ведем даже. Тут пришли, вот, сегодня пришло 150 человек. Они все по детству. Еще сколько у нас пенсионеров больных, видать, это просто нездоровцы. Вот помимо этого забега ежегодного, да? Какие еще у вас бывают марафоны? У нас ежегодно мы проводим 4 соревнования по временам года. И весна была, будет лето, сейчас будет осень, совпадает с Днем города, и будет зима, когда фестиваль зима начинается. А вот этот забег будет существует? Ну, сначала, я помню, мы бегали по объездной дороге, там по Сергелясу шоссе, но потом появились на марке, стали скоростные, и было уже опасно бегать. Поэтому я перевел клуб в парк. А в парке было 5 километров, полумарафон бегут 4 круга и там прилет еще. Аллея, сегодня самая удачная погода для бега. Ну вот как бегун с таким огромным стажем, да, который вот воссоединяет всех этих людей, спортсменов, скажите, что дает бег, почему это важно сейчас? Вообще вот, ну, бег надо, конечно, разделить на несколько категорий, да? Ну, студенческая, да, потом зрелая, а потом пенсионерская. Вот я-то сам же, конечно, пенсионер, и поэтому даже агитирую, что бегали подольше. Но тут надо включать как бы свой разум. Не надо фанатично бегать от них. 100%. Ну и того, что дает? Ну, помимо того, что здоровье, конечно же. В первую очередь дает здоровье, эмоции, сердце хорошо, кишечник не работает, суставы. Вообще бег это очень хорошо. Только надо в разумных пределах. Сейчас в конце я жизни, не то что жизни, но в возрасте начинаю понимать. Я смотрю, очень много, да, вот людей преклонного возраста, оказывается, активно бегают, это здорово. Это хорошо. Да, и маленьких тоже много. Спасибо большое. Анна Сахалина. Третий круг, лидер полумарафонов. Еще круг, да? Еще круг. Еще круг. А кто бежит, да? Легко драйвер. А где остальные-то? Отвалились. $400 метров курдукан аралары. 500. Второе место.
Сороковой. 50, 57.